У нас всегда с Сергеем Васильевичем все воспринимали как тандем, и это было действительно реально. Мы всегда друг друга понимали с полуслова и всегда отстаивали совместно позиции Южной Осетии, Абхазии. Мы не делили наши государства на Южную Осетию и Абхазию, наши народы, потому что история наших народов – это как история двух близнецов-братьев. И у нас вызовы исторические были одинаковые, и враг был один и тот же, несмотря на то, что мы с Сергеем Васильевичем делали все, как и руководство Российской Федерации, для того, чтобы избежать вот именно вот такого трагического развития этого конфликта. Мы делали все, чтобы избежать войну. Мы хотели донести до всего международного сообщества, которые вооружали Грузию на тот период, и мы заблаговременно предупреждали всех о том, что они несут такую же ответственность, как и Грузия, в случае агрессии. Но, к большому сожалению, международное сообщество не прислушивалось к нашим мирным инициативам. Ведь, поверьте мне, мы делали много чего, даже, знаете, как уступая своим принципам, ради того, чтобы сохранить мир. Для нас и для меня и для Сергея Васильевича самым основным критерием было это интересы нашего народа. Они для нас были превыше всего. И я просто хочу сказать своему братскому абхазскому народу, что абхазскому народу повезло, что в самое ответственное время для абхазского народа республику возглавляли такие выдающиеся сыны Абхазии, как Сергей Васильевич Багапшский и я, Владислав Арзин. Это должен ценить каждый абхазец. И у нас в Южной Осетии их равно ценят. А с Сергеем Васильевичем у нас были не просто дружеские отношения. С Сергеем Васильевичем у меня были братские отношения. И я, как младший, нигде не скрывал и всегда не стеснялся этого. И везде говорил, что Сергей Васильевич – это мой старший брат. Может быть, в политике это как-то не принято, но мы сыны своих народов, которые придерживались традиций наших предков. И традиции наших предков, они сильнее, мощнее, чем так называемая демократия, которую хотели нам все навязать. И мы с Сергеем Васильевичем всегда руководствовались в большей степени интересами своего народа и тем, как мы были воспитаны, какими традициями были воспитаны. Я еще раз хочу сказать, наши народы, древние народы, они с древней, сильной культурой, историей. И многие народы черпали, несмотря на то, что в этом отношении я чуть с вами не соглашусь, что мы малочисленны. Наши народы оставили очень большой след в истории и культуре многих государств, не европейских государств. И сегодня самое основное, о чем бы я хотел сказать, Сергей Васильевич – это выдающаяся личность. И писать книгу о Сергее Васильевиче, знаете, это будет как-то банально. Вот жизнь и политическая деятельность Сергея Васильевича должна быть как учебник политической этики, политической культуры, любви к своему народу и стремлению бороться за свой народ. Вот каждый человек, особенно молодое поколение в наше непростое время, должны изучать каждый шаг и Владислава Арзина, и Сергея Багапши, как они боролись за свой народ. И мы должны ценить вклад вот в Абхазии Сергея Васильевича Багапши, вклад всех его соратников. Потому что вот это поколение братского абхазского народа, как и моя команда в Южной Осетии, мы сделали все для того, чтобы выиграть у той страны, которая нас превосходила по всем параметрам. Я никогда не боялся этого слова, я громко могу сказать, что мы с Сергеем Васильевичем Багапши обыграли президента Грузии Саакашвили просто гроссмейстерски. Именно мы создавали такие условия, где при той поддержке, которая была у Грузии, Грузия проиграла. С Сергеем Васильевичем Багапши я познакомился во время инаугурации. Я очень сильно люблю абхазский народ, я очень сильно ценю мнение абхазского народа. Я благодарен старейшинам Абхазии, которые в это непростое время, во время предвыборной кампании, где Сергей Васильевич выиграл эти выборы, старейшины абхазского народа сделали очень мудрые и правильные шаги. И когда я приехал сюда на инаугурацию, я тогда познакомился с Сергеем Васильевичем Багапши, я поприветствовал его, поблагодарил старейшин Абхазии, поблагодарил абхазский народ, что они нашли в себе силы выйти из этой непростой ситуации. И я также благодарен Раулю Джунковичу Хаджимба. Да, вот если вы помните, тогда, наверное, еще маленькими были, но я поднялся после того, как выступил, поднялся в президиум, поднял руку Сергея Васильевича и
отправили хаджим, и поднял эти руки вместе, что вы вместе сделайте все для того, чтобы абхазский народ победил. И так и получилось. И мы с ним сблизились, и у нас вот получились такие отношения, которые уже, знаете, как перешли даже из такой политической дружбы, да, мы союзники, но это перешло как бы в дружбу, а потом уже такие братские отношения. Я никогда себе не позволял, в каком бы обществе ни сидели, как бы не было, если кто-то попытался мне раньше предоставить слово, чем Сергею Васильевичу Багапшу. Во-первых, по протоколу Абхазия должна была выступать раньше, но бывали тогда иногда такие моменты, когда кто-то хотел мне предоставить слово, я всегда вежливо отказывался, что если за столом сидит мой старший брат, я воспитан своими родителями, своими старшими так, что перед старшими я не имею права говорить. Поэтому я всегда уступал слово Сергею Васильевичу. Иногда он сам настаивал, что если он уже разрешал, то раньше него выступал я. Вот поэтому у нас были такие отношения, поэтому был такой твердый тандем, и никто никогда не пытался бить какие-то клинья на наших отношениях. Все прекрасно знали, что никому не удастся меня как-то рассорить с Сергеем Васильевичем Багапшем. А такие попытки были. Много чего можно подчеркнуть и в плане ведения. Знаете, как Сергей Васильевич, как дипломат, он был очень порядочным. Он был хозяином своего слова. И он, и я, знаете, как можно сказать, для политики, это можно сказать, случайные люди. У нас не было вот этого лукавства определенного. То есть все знали, что если Сергей Васильевич или я, мы даем слово, мы от этого слова никогда не отступаем. И у Сергея Васильевича я много примеров могу привести, но я хочу просто привести вот его поведение, его тактику во время встречи. Никто об этом доселе не говорил. Мы всегда были как бы хозяевам слова и тех обстоятельств, которые были, проводили, встречались, и мы много встреч проводили. Такие встречи, которые нигде не афишировались, информационно нигде не показывали. Допустим, у нас была встреча в Сочи с тогдашним генеральным секретарем НАТО Хавером Саланой. И вот во время этой встречи, тогда Владимир Владимирович очень четко разыграл вот эту ситуацию, что получилось так, что мы с ним якобы случайно встретились. Случайно встретились с Хавером Саланой, но чтобы он имел возможность выслушать нас. И вот тогда Сергей Васильевич выступил настолько грамотно, настолько корректно. То есть вот его выступление для Хавера Саланы, генерального секретаря НАТО, это было, знаешь, как вот я со стороны, до этого он пока, правда, предоставил слово как бы мне, Эдуард Джефферси на правах младшего, но я более агрессивно как-то выступил. Но Сергей Васильевич потом настолько так мудро выступил, и красиво. И получилось так, вот я получал такое удовольствие, как будто, вот, допустим, академик читает азы какому-то первокласснику или первокурснику. Вот настолько Сергей Васильевич вот грамотно, четко, очень корректно, толерантно объяснял все то, что я в агрессивной форме высказал Салане. Он ему это четко так все писал, все рассказал. И хочу сказать, что Хавер Салана вот после этой встречи он уехал очень довольным. И мы потом даже прочувствовали эти результаты нашей встречи. Несмотря на то, что нигде не публиковалось, нигде не показывалось. Но я лично и Сергей Васильевич потом разговаривал. Мы прочувствовали это, потому что НАТО не столь активно на определенный период, пока Хавер Салана был, не столь активно поддерживали уже Грузию. И прекратились некоторые проекты совместные по подготовке грузинских вооруженных сил. Вот это один из примеров. И вот на тот период мы с Сергеем Васильевичем очень успешно работали. Я это смело могу сказать, и жизнь это показала. Но вот его позиция, как он тоже четко, жестко всегда этим людям указывал, что с нами так разговаривать не надо. Что никогда ни Абхазия, ни Южная Осетия не станут разменными монетами в чьей-то политической игре. И он объяснял значение и роль Осетии и Абхазии. Ведь у нас всегда бывало так, если я выступал, я в первую очередь говорил за Абхазию, потом за Осетию. У Сергея Васильевича это как наоборот. Да, и он всегда вот это подчеркивал, и вот благодаря вот именно его таким активным, решительным, принципиальным действиям мы добились того, что имеем на сегодняшний день. В первую очередь за признание государственной независимости Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, государства Алания. Каким был ваш последний разговор, вдруг вы помните? С Сергеем Васильевичем я встретился его навестить в больнице, прямо перед операцией. Мы очень долго сидели, разговаривали.
Возможно, знаете, вот я не могу это просто сейчас так говорить, вспоминаю все это, вот, честно, вот, ком к горлу подходит. Скорее всего, он что-то то ли предчувствовал, то ли как. Он меня долго не отпускал. И он просто поражался, говорит: Джабель, себя чувствую хорошо. Вот врачи что-то раздули, я себя чувствую хорошо. Вот так, вот так. Он меня попросил, пускай Марина Георгиевна не обижается на меня, он меня попросил, что побольше, говорит, посиди, говорит, покурю еще. Да. Ну, представь, вот у нас такие отношения были, просто чтобы вы знали, у нас с Сергеем Васильевичем, с его семьей до сих пор вот эти отношения дружеские, у нас родственные отношения. Я крестил внука Сергея Васильевича Багапши, и сегодня со мной в составе делегации находится мой сын, потому что и сегодня то, что я сюда приехал, это традиция. Я дал слово, что когда я буду приезжать в Абхазию, то обязательно, какое бы мероприятие ни было, я сначала еду в Ичкерду, а потом уже принимаю участие во всех мероприятиях. И спасибо и Александру Золотинсковичу, и Раулю Джунковичу, и Аслану Георгиевичу, которые с пониманием относятся вот к этому слову, которое я дал. Поэтому я всегда вот приезжаю, пересекаю границу, никуда не сворачиваю, прямо иду в Ичкерду. И после этого принимаю участие во всех мероприятиях. А вот тогда мы долго разговаривали, он не хотел меня отпускать. Я туда зашел, мне врачи разрешили там минут на 20 поговорить, а там сидел где-то 3 часа, даже больше. Мы общались долго, и он очень был решительно настроен, что сейчас, вот после операции я себя хорошо чувствую, все будет нормально. Выйду, да, Джабель, ты там, что ты задумал, зачем уходишь, мы с тобой еще поговорим. Я говорю, срок заканчивается. Нет, мы с тобой еще поговорим, давай ты там не спеши и так далее. Вот мы вот так поговорили, я даже не думал, что вижу тогда вот моего старшего названного брата последний раз.